Ну что ж, вот уже и 12 января 2024 года, вторник, 10 часов утра в Башкортостане. А это значит, что самое время начать «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». И я рад всех приветствовать, кто смотрит прямо сейчас, кто смотрит в записи, кто смотрит не обязательно в YouTube, а, например, в телеграм-канале «Аспектов», куда наши эфиры попадают в полной версии, в хорошем качестве, записанными и удобными для просмотра и прослушивания. На случай, если все-таки сложности с трансляциями в YouTube вы испытываете. А такие зрители у нас есть по многочисленным сообщениям в Телеграме, в комментариях. Мы это дело знаем. Поэтому я еще раз напомню, что существуют способы, которые позволяют пользоваться YouTube так же, как и раньше. И это стоит использовать, это стоит сделать, в том числе не ради одних лишь аспектов. Ведь огромное количество, пока еще, к счастью, есть нормальной, разнообразной, свободной и независимой информации в различных YouTube-каналах, не только наших. Поэтому, друзья, воспользуйтесь нашим предложением и предложением других наших коллег, которые предлагают вполне понятные, простые, доступные и, самое главное, бесплатные способы обходить все эти цензурные ограничения нашего с вами многострадального государства. Ну а сейчас, как обычно, мы обсудим текущую информационную повестку с помощью тех новостей, которые я заготовил в сегодняшнем плане, а также ваших реплик, ваших вопросов и пожеланий и всякого рода мыслей, которые можно и нужно писать в чате. Должен напомнить про лайки. В последние дни вас было больше, чем в среднем за последние пару месяцев, и это очень отрадно. Благодарю вас, друзья. Рад приветствовать в том числе тех из вас, кто являются нашими новыми подписчиками. И такие есть, несмотря на все сложности. Опять же, отдельная благодарность и низкий поклон всем вам, друзья. Делитесь публикацией, приглашайте к просмотру наших эфиров своих родных и близких. Здесь может быть, не всегда говорят какие-то уникальные вещи, о которых никто никогда нигде не слышал, но здесь стараются, скажем, в хорошем смысле выпускать пар. И слышать разные точки зрения, разные мнения, несмотря на то, что часто в комментариях я вижу жалобы, что, дескать, мы тут кого-то ограничиваем, не на все вопросы я отвечаю. Я прямо сейчас во всеуслышание заявлю, что действительно я могу не на все вопросы в течение утреннего эфира ответить. Не все попадается на глаза, мягко говоря, и бывает просто-напросто времени нет. Поэтому в ближайшем будущем проведем отдельный стрим в формате слухай, где ведущий, в данном случае это буду я, исключительно занимается ответами на ваши вопросы. Раз есть такая потребность услышать ответы на что-то, на что вам кажется, что я где-то умалчиваю. Впрочем, сейчас самое время начать содержательную часть. Есть о чем поговорить. Вчера был понедельник, состоялось оперативное совещание в правительстве Башкортостана. В президиуме восседал глава республики Ради Хабиров, таким образом дав понять недоброжелателям, что все с ним в порядке, никаких отставок или переводов на другую, более престижную работу не произошло. Что и требовалось доказать во многом, о чем мы вчера с вами уже говорили. Но важно отметить, что Максим Забелин, руководитель его администрации, теперь официально покидает Башкортостан и переходит руководителем Министерства здравоохранения Московской области, то есть подмосковного региона, одного из крупнейших и богатейших субъектов Российской Федерации. То есть возвращается туда, откуда к нам приехал. Кстати, Забелин уроженец не Подмосковья и не Москвы, а вообще Курской области, той самой Суджи, ныне оккупированной. Но карьеру он делал действительно в столичном регионе. И вот возвращается после нескольких лет работы в Башкортостане. Напомню, что вместе с Хабировым и его ближайшими соратниками он приехал в республику буквально сразу, еще в 2018 году. До 22-го он возглавлял Минздрав, стал потом руководителем администрации на 2 с лишним года. И вот
его работа здесь заканчивается. Я не раз высказывал свое мнение об отношении к разным членам так называемой управленческой команды. Говорил, что Забелин на этом фоне всегда выделялся большим пониманием, скажем так, правил игры, большим, я не знаю, там, большей лояльностью к журналистам, если хотите. В этом смысле, конечно же, другим стоило у него поучиться. Ну да, ладно. Давайте мою точку зрения. Не сильно ныне многое зависит. Вот, пожелаем ему, как говорится, всяческих благ и будем двигаться дальше. Несмотря на все вот эти вот громогласные заключения хабировской команды о том, что у нас все прекрасно, и особенно несмотря на постоянные красивые видеосюжеты уфимской мэрии о том, как они облагораживают и благоустраивают Уфу, в той самой Уфе достаточно проблем, которых они не решают и обходят мимо. В Уфе дома, детские сады и поликлиника из-за аварии остались без горячей воды. И это в начале зимнего сезона, когда температура резко понижается и буквально морозы, насколько я знаю, в это время уже пришли в республику. На пересечении улиц Островского и Ухтомского в Деме 88 жилых домов, поликлиника и 8 детских садов 12 ноября сегодня останутся без горячего водоснабжения. Отключения коснутся также домов на Аль-Шариевской, Ургазинской, Дагестанской, Магистральной улицах, а также улицах Мусы Джалиля, Ухтомского, Генерала Кусимова, Мечтателей, Мусоргского, Островского. Кроме того, без горячего водоснабжения останутся поликлиника на Ухтомского, детские сады 73, 75, 95, 305, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 2 частных детских сада и подростковый клуб «Росток». Значит, устранение последствий аварии – это работа сотрудников МУП «Уфимские инженерные сети». Там именно авария произошла, если вдруг непонятно. И именно поэтому горожане страдают. То есть, опять же, да, летом мы что делаем? Перекладываем плитку там, где она нормальная. Мы пересаживаем деревья там, где они прекрасные, большие, раскидистые, зеленые. Но в это время мы ничего не делаем для того, чтобы избежать в зимнее время аварий на теплотрассах. Почему? Потому что это не прикольно, да, судя по тому, как ведет себя наша уфимская мэрия. Это не так хайпово, да, не снимешь красивых роликов с дрона и не разукрасишь все это дело светодиодными разноцветными лампочками. Это все грязь, почва, земля, экскаваторы, рабочие в грязной униформе. Да ну его нафиг, думают они, как-нибудь само рассосется. Но, как мы видим в жизни, само по себе ничего не рассасывается. На эту же тему издание УФА-1 публикует о том, как жители вообще всей республики массово жалуются Хабирову на проблемы с отоплением. Ни много ни мало. Значит, здесь какие у нас примеры? Опять же, из той же Демы, но плюс из Черниковки и, в частности, Орджоникидзевского района. По словам местных, отопления нет по несколько дней. Тут даже не просто горячей воды, отопления нет. Звонки в службы ни к чему не приводят. Чтобы на сутки отключать и воду горячую, и тепло в квартирах Демского района, садиках, школах. Ага, ну вот то, о чем мы выше говорили. Дальше, в доме по адресу Блюхера 32/1, опять же, батареи еле теплые. Эта история с батареями длится 3-й год. То есть с тех самых пор, когда у нас тарифы на отопление стали чуть ли не самыми рекордными в стране. Все вынуждены одеваться тепло, когда другие дома жарятся и ходят дома в шортах. Сколько писали обращения, все приходят и говорят, это нормально. Слесаря говорят, что тоже нормально. Но дома-то холодно, жалуется Эльвина. Проспект Октября 106/1. Батареи холодные. Полотенцесушитель еле теплый, вообще не бывает горячим. Заявку в ЖЭУ приняли, но ничего не изменилось. Кольцевая 166. Нет отопления, никто не может решить проблему, сообщает Дмитрий. Также в Бурзянском районе жалобы от жителей республики. Однако там чиновники в тот же день ответили, что проблема, которая образовалась из-за падения дерева на провода, уже решается. То есть признание проблемы – это, как мы знаем, уже часть решения этой самой проблемы.
В Министерстве ЖКХ республики тем временем журналистам УФА-1 объяснили, что в таких ситуациях нужно обращаться в свою управляющую компанию. Чаще всего проблема решается за пару часов. Нужно только стравить воздух. Вон оно что оказывается. То есть люди не в курсе, якобы, по мнению МинЖКХ. На вопрос о контроле служб министерством нам ответили, что если жалоба поступает в ведомство, то на нее быстро реагируют. То есть если вы пожалуетесь на управляющую компанию в министерство, то мы быстро отреагируем, отвечают они в этом самом ведомстве. Ну, в общем, остается лишь пожелать, чтобы меньше было у вас, дорогие друзья, таких случаев, когда нужно кому-то там жаловаться, чтобы все у вас было хорошо, тепло, уютно. Но если вдруг что-то происходит, давайте, как говорится, будем пытаться решать это вместе. Жалуйтесь в том числе и нам в редакцию. Мы об этом будем как минимум писать. А это заставляет их обычно шевелиться. У них есть, я напомню, термин, опять же, один из многочисленных нововведенных чиновничьих терминов. Это называется «чтобы не фонило». У них, видите ли, называется это все «фонить», да, когда где-то кто-то жалуется на какие-то проблемы. И они их решают, чтобы как раз-таки, еще раз повторю, не фонило. То есть не чтобы у людей было все хорошо, а чтобы просто-напросто не было вот этой информационной шумихи, фона этого самого, чтобы не было. Все, что нужно, опять же, знать о мотивах к действию нашего чиновничьего аппарата и государственного аппарата, конечно. Так, теперь вижу, тут у нас написали вдогонку к новостям самым начальным по Забелину, напомнили очень важную деталь. Спасибо вам за это. Конечно же, надо сказать. Вместо Максима Васильевича исполнять обязанности руководителя администрации будет его заместитель Азат Бадранов, известный нам и хорошо знакомый деятель управленческой команды Радия Хабирова. Был он, я напомню, вице-премьером, теперь он был в последнее время заместителем руководителя администрации и отвечал за так называемую внутреннюю политику. Хотя, в общем, вся администрация, по большому счету, это ведомство, которое отвечает за политику в регионе. Ну, то есть выполняет функции и является главным консультантом, если хотите, собственного начальника, в данном случае главы Радия Хабирова. И вот Бадранов, судя по всему, по крайней мере сейчас, руководит этим ведомством. И тут точки зрения, кстати, разделились на тему того, а что дальше. Некоторые коллеги из СМИ пишут, что это лишь техническое решение, то есть его назначили сюда временно, потому что по иерархии положено, и как только будет подобрана подходящая кандидатура, он вновь займет свое место заместителя, а руководителем будет тот самый новый человек, о котором мы пока не знаем. Кто-то утверждает, что это вполне себе шаг в сторону укрепления себя на должности руководителя администрации, куда, в общем-то, он, как говорят, метил довольно-таки давно и стремился к этому. Опять же, то, что стремиться к этому можно и нужно, удивительного в этом ничего нет. Наверное, уж простите за банальность, плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Вот. Я в этом смысле разделяю вот именно эту мотивацию и удивляюсь, когда люди не хотят какого-то роста и не хотят стать там, условным генералом. Хотя тоже, кстати говоря, понять можно, не каждому это нужно. Ну вот это не тот случай, ладно. Бадранов как раз-таки, в общем, достигает того, чего хотел. Получил я мысли интересные от представителей, в том числе башкирской национальной интеллигенции, которые за этим следят пристально и, мягко говоря, переживали все последние годы на тему того, что именно этот человек возглавит такие-то ведомства. Я спрашиваю, а что не так? Какая, опять же, разница? Плюс-минус, да? Кто там эти позиции занимает? Люди отвечают, вы знаете, мы, к сожалению, пересекались по каким-то делам, служебного, рабочего, какого-то такого официального характера с этим человеком. И, мягко говоря, не видим перспектив того, что станет лучше, а боимся, что станет хуже. Имея в виду какие-то личностные характеристики, что ли, опять же, пишут эти люди. Я говорю, что не нужно переоценивать в современном российском таком чиновничьем аппарате
наверное, все-таки хочется верить, переоценивать значимость отдельно взятого звена этого аппарата не стоило бы. С другой стороны, конечно, ресурсов у чиновника, когда он растет на ступеньку выше по этой самой лестнице, ресурсов становится больше, степень влияния увеличивается, в том числе степень влияния и взаимодействия с другими ветвями и органами, в частности, с правоохранительными структурами, насколько мне это известно. Поэтому действительно, в этом смысле опасения моих собеседников могут быть оправданы, скажем так. Вот. Здесь, значит, заодно. Кто подарил Башлыгы квартиру, спрашивает Хаттабыч. Вы, пожалуйста, поясните, о чем речь. Не могу никак не прокомментировать, не объяснить. Ахмедзянов Вадим пишет, стеснительным каким-то был Забелин, и так вопросов к нему нет, в отличие от некоторых, в основном Толкачеву. Стеснительным был и скромным, я скажу, да, но при этом, еще раз напомню, деятельным. Все-таки в Минздрав ковид пережил относительно достойно. И тот самый Минздрав во время ковида, несмотря на круглосуточную занятость, общался с журналистами. Я это хорошо помню и это очень ценю, так или иначе. Какими бы ни были люди в общем и целом, работая на эту систему, все-таки есть индивидуальные особенности, которые можно и нужно оценивать. Это важно. И нужно, опять же, справедливости ради эти вещи отмечать. Рустем Ахтамьянов задает вопрос по ВКонтакте. Исчезновение эфиров. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, Рустем, это вы, видимо, мне вчера скриншот прислали, что эфир не видно, который я выложил видеофайлом у себя на странице ВКонтакте. Я стал делать так буквально вчера, поскольку ссылки на YouTube, я понял, что большого смысла туда выкладывать нет. Те, кто сидят во ВКонтакте, скорее всего, чаще всего YouTube смотреть не могут. И вот я подумал, что видеофайлом будет лучше. Рустем прислал, что картинка не открывается. Однако, через несколько часов я попросил других своих товарищей, друзей из Уфы посмотреть, что там с моими видео, так они открылись. Поэтому я могу предположить, что это была временная трудность, и пока речь не шла ни о каких ограничениях со стороны властей, хотя, опять же, не удивлюсь, если это произойдет очень скоро. Вот, и тогда даже страницу во ВКонтакте нужно будет открывать с помощью VPN. Это у них такая технология. Они не удаляют страницы пользователей напрочь, они блокируют их от демонстрации на территории России. Так бывало еще в предыдущие годы, еще до так называемой СВО, со страницами некоторых активистов. За границей их можно было читать изнутри России с помощью VPN, ну а на общих основаниях страница не отображалась с надписью о том, что вот она заблокирована по требованию там Роскомнадзора или даже Генпрокуратуры. В общем, посмотрите еще раз, Рустем, будем решать вопросы, как говорится, по мере их поступления. Спросите кто-нибудь у Бадранова, почему у него на выпускной фотке волосы мокрые. Его это очень разозлит, пишет Нетворк. Ну, давайте так, друзья, мы не будем с вами скатываться к каким-то таким мелочным личностным разборкам. Можно много говорить там о внешнем виде тех или иных людей, об их каких-то физиологических способностях, но не можно это делать, уж простите за такой оборот. Не нужно. Это совершенно низко, мелочно и не, я не знаю, несовременно, если хотите. Нужно говорить о делах, о поступках, можно рассуждать о словах, о мнениях, и это справедливо. Более того, разбирать по косточкам буквально эти вещи можно. Ну, а о вышеперечисленных деталях мы упоминать с вами не будем. Будем вести себя культурно и цивилизованно. Уподобляться, уж простите, нынешним российским властям и ее пропаганде не будем, которая, к сожалению, позволяет себе опускаться и до таких деталей. Посмотрите там что-нибудь из Соловьева, не обязательно эфиры смотреть, в телеграм-канале достаточно, или какой-нибудь Марии Захаровой, представительницы Министерства иностранных дел. У них сплошь и рядом вот это вот совершенно дикое и первобытно-общинное обращение внимания на какие-то физиологические способности людей, на цвет кожи, прическу, размер носа, если хотите, и прочее. Ну, в общем, деградация, она же, как говорится,
процесс такой, который остановить нельзя, и они успешно по этому пути идут. Поэтому, знаете, все рискуют деградировать, если начать позволять себе такие вот вольности, если хотите. Делать этого все-таки не будем. И перейдем к самому важному, о чем нужно сказать о вчерашнем дне. Несколько судов состоялось апелляционных по важным делам политического характера. В частности, по Ольге Комлевой, уфимской активистке, решение в данном случае, насколько я понимаю, не вынесено еще, да? Вот. А вот по Рауфе Рахимовой, издательнице пруфов, заседание состоялось более или менее внятное, однако же тоже окончательное решение не вынесли. Я напомню, что она подала апелляционную жалобу на решение районного суда оштрафовать ее за дискредитацию вооруженных сил. Сейчас об этом поподробнее поговорим, но перед этим послушаем небольшой фрагмент, где она, выходя из зала суда, комментирует то, что там произошло. По ходатайству наших адвокатов судебное заседание отложено. Будут приглашать экспертов Нуру Мухаметова и Юсупову для дачи показаний. Таким образом, они сделали вывод, что я виновна, и они тем более выходили за пределы своей компетенции. И в предыдущем судебном заседании судья Валиева не истребовала документы об их компетенции. Они не были предъявлены. В общем, удалось адвокатам затянуть процесс, ну, в хорошем смысле затянуть, затребовать проведение там дополнительных проверок, качества экспертов так называемых, которые делали заключение. И это прекрасно, это отрадно. В общем, надеемся, что действительно хоть как-то, хотя бы в процедурном смысле, этот суд будет проходить в цивилизованном русле. Я уже высказывался на тему того, что я не рассчитываю на справедливое решение как таковое. Оно может выглядеть справедливым, если на то будет воля каких-то сил в политических кругах. Возможно, даже не в республике, а где-то выше. И, условно говоря, если Рахимовой и ее, скажем, близким сторонникам удастся найти рычаги влияния выше, чем Уфимский Белый дом, то может быть такое, что нам покажется, что суд вынес справедливое решение. В общем, посмотрим. Здесь не про суд, разумеется, а про политику и про телефонное право. Впрочем, не только здесь, конечно, а в большинстве других случаев так. Вот, поэтому здесь иллюзий питать не стоит. Другое дело, на что я хочу обратить внимание, наверное, в очередной раз, хотя, опять же, зачем? Ну, вот нельзя обойти мимо. Рауфа Гареевна пишет посты активно в своем телеграм-канале, который прирастает аудиторией. Это тоже похвально. Но она всякий раз продолжает объяснять здесь свою позицию. Апеллирует к тому, что вот Господь все видит, опять же, все можно понять. И доказывает, что не верблюд, в том смысле, что никаких попыток дискредитировать реально российскую армию она не совершала. Она приводит цитату, сказанную депутатом Госдумы от Башкирии, пресс-секретарем КПРФ Александром Ющенко. Тот утверждает, что она не дискредитировала армию, а как раз-таки процесс против нее и есть дискредитация армии, потому что она на самом-то деле высказывала сочувствие по поводу гибели бойцов. В общем, в этом смысле тоже вроде бы справедливо и логично. Но она плюс ко всему продолжает, знаете, вот, я не знаю, портить себе репутацию, что ли. Опять же, ведь нужно быть абсолютно уверенным в том, что нынешний режим навсегда, на мой взгляд, вот чтобы вести себя таким образом. Это с одной стороны. С другой стороны, можно понять эту линию, скажем так, поведения, когда ты действительно хочешь сохранить то, что у тебя есть, ты хочешь сохранить издание, бизнес, коллектив и продолжать работу, хочешь остаться на свободе, хочешь остаться живой и здоровой. Буквально с стороны. Друзья, я тут
Так, картинка виснет. Действительно, я вижу, что трансляция зависла. А сейчас... Ну, так надо сказать, что все нормально. Вот про Руфу Гореевну, да, мы говорили, и я должен мысль как-то, наверное, завершить. Так вот, но с другой стороны, ведь в конце концов, а дальше-то что делать с этим? Вот с этими словами о том, там, чей Крым, Донбасс и прочее, прочее. Что, кстати, прочее? Я вот тут хотел упомянуть, что зачем-то она, объясняя о том, что не является предателем и так далее, приводит пример других людей. В частности, Ростислава Мурзагулова она упомянула, своего давнего, конечно, оппонента, можно понять. С одной стороны, опять же, можно понять, но с другой стороны, она его называет в данном случае буквально предателем. И таким образом можно сделать вывод, что, в принципе, любой человек, который на сегодняшний день уехал из страны и называет вещи своими именами, по этой логике является предателем. Вот, опять же, Мурзагулова можно обвинять во многих вещах, во всех смертных грехах, связанных с тем, что он творил, работая в республике правой рукой Хабирова, руководя, соответственно, средствами массовой информации. Вот. В этом можно обвинять и продолжать критиковать, и особенно Рауфа Рахимова имеет на это полное право, учитывая то, какое давление с его подачи власти оказывали на пруфы. Вот. Но пользоваться, скажем так, тем, что человек сейчас находится в опале, и обвинять его совершенно в других вещах, в том, что он, дескать, предатель интересов Родины, вот это, мне кажется, мягко говоря, непорядочно. Вот зачем это делать? Зачем в свои посты, в речь свою, которую она опубликовала в телеграм-канале, приплетать вот эти вот, так сказать, детали и штрихи? Неужели это может реально помочь в этом судебном процессе и как-то заставит судью задуматься, ай-яй-яй, значит, по сравнению с Мурзагуловым она божий одуванчик, поэтому не будем, значит, ее наказывать, а отменим ей штраф за дискредитацию. Но не действует так судебная система. Меня-то даже тут не беспокоит, наверное, какая-то морально-этическая сторона о том, как сама Рауфа Гореевна будет с этим жить дальше. Это каждый сам решает. Некоторым людям очень легко менять формулировки и потом без зазрения совести и не краснее говорить: ой, а что, я это говорил? Да ну, нормально, я передумал. Есть же люди, которые это читают, есть аудитория, которая это воспринимает за чистую монету. И в этом смысле идет уподобление тем самым пропагандистам, которым вроде как руки подать нельзя, которых сама Рауфа Рахимова критикует, издание ее критикует пропаганду, да, ведь, но используют те же самые методы, получается. Вот в этом случае, в конкретном, те же абсолютно самые методы. Мы берем какие-то факты, препарируем их удобным для нас в данном случае методом и вываливаем все в одну кучу. Развешиваем ярлыки, опять же, хотя даже на этот счет, уж простите, нет решения суда, хотя бы какого-нибудь, да, и нет вообще такого термина, в конце концов, официально, предатель. Ну что это за слова такие? Я слышал, что и по поводу вашего покорного слуги множество, опять же, может быть, не множество, но есть люди, которые используют эту терминологию, в том числе упомянутые сегодня уже в эфире люди, что вот он выбрал путь предательства. И эти люди говорят об этом на полном серьезе. То есть у них в головах вот это вот отождествление Родины, уж извините, и государства, оно никуда не делось. Они себя любимых, власть, отождествляют с Родиной. Они считают, что если наши пути разошлись, конкретно мои там и этих людей, то значит я предаю Родину. Ну это же бред полный, да? То есть я не хочу общаться и действовать, взаимодействовать с этими людьми. Не более того, эти люди – это винтики, это временные какие-то, знаете ли, ну, паразиты, может быть, даже, если уж так вещи своими именами называть, которые присосались к Родине и делают вид, что они – это и есть Родина. В общем, гораздо лучше эти вещи рассказывать получается у Юрия Шевчука. Я напомню, что на днях было интервью, который он дал на эту тему. Еще раз напомню, и посмотрите, послушайте, если вдруг пропустили. В общем, несмотря ни на что, конечно, я желаю отмены
решение о штрафе в отношении Пруфов и Рауфы Рахимовой, но говорю о том, что меня лично расстраивает. Вот. Вы идеализируете Рауфу, она такой же крови с нынешней властью, пишет Рустем. Да я вот как раз не идеализирую, но я пытаюсь объективно и беспристрастно, что ли, рассуждать. Да, есть логика и в ваших словах. В этом смысле мне гораздо проще, потому что я гораздо свободнее по своей природе, потому что не имел никогда в этом смысле отношения к властям. Ну, если не считать мое членство в СПЧ при Хабирове, где я, опять же, вещи своими именами называл. Но там денег никаких нам не платили, поэтому в этом смысле мне проще. Вот. А когда у тебя все-таки еще раз за душой что-то серьезное есть, ты вынужден принимать решение с оглядкой. И поэтому в этом смысле, я повторюсь, есть определенное понимание логики ее действий. Но оправдать это все этими вещами мне лично сложно, вот поэтому я пытаюсь на эту тему рассуждать. Опять же, пытаясь при этом никого не обидеть. Ой, ладно, дальше идем. Тут вот вижу, что они согласны с моим мнением по поводу Забелина и его успешной, скажем, работы. Я, кстати, не говорил, что она прям была полностью успешной, и могут быть на местах какие-то проблемы. И, кстати, они могут быть связаны с конкретным главврачом на местах, они могут быть связаны вообще с общей картиной в системе здравоохранения страны, а не только республики. Ну, это так, на всякий случай. Но вот надо сказать, что Стобавовна, наша постоянная зрительница, говорит, что 21-я больница, крупнейшая, да, по сути, больница в Уфе, за эти годы, наоборот, скатилась на уровень далекого от столицы уровня. В марте 22 года покупали все шприцы, обезболивающие, сидушку на унитаз, уж простите. Нехватка персонала. Ночью на 2 отделения одна медсестра-студентка. Желательные обследования делали за свои рубли. Ну, одна медсестра на 2 отделения, конечно, да, это, мягко говоря, показатель. Но нехватка кадров, опять же, общая история. Тут уж, наверное, говорить, что конкретно руководство Минздрава виновато, сложно, потому что Минздрав людей в данном случае не может взять из ниоткуда. Другое дело вот финансирование и качество управления. Да, если в Минздраве утверждают того или иного главного врача, как бы там должны отвечать за то, насколько он компетентен в пределах своих полномочий. Как раз решать эти вопросы: снабжение шприцами, сидушками для унитаза и привлечением на работу медсестер. Я не знаю, какая там ситуация с главврачом, менялся ли он за последние годы, вот, но и сам давно не был в этой больнице. Хотя, вспоминаю, пару раз был госпитализирован в 21-й больнице. Такого не было, чтобы, конечно, медсестры не было. Дежурные буквально на выходе из палаты, они всегда там были, и вопросы все решали. Вот. Дальше идем. Общественное обсуждение, друзья. Помните, мы начали обсуждать по застройке около Сипайлова 35-этажных домов. Мэрия их пыталась, судя по всему, скрыть, как обычно, но не удалось полностью оставить людей в неведении. И люди в них поучаствовали. И, соответственно, все отзывы практически, которые пришли по поводу этого проекта от жителей, они все отрицательные. Местные жители выразили обеспокоенность по поводу возможного строительства высотных зданий, отметив, что это может повлиять на комфортную среду и инфраструктуру. Некоторые читатели новостей в аспектах восприняли это как победу гражданского общества и обрадовались, что все, теперь никакого строительства там не будет. Спешу, к сожалению, огорчить, что мэрия легко может проигнорировать результаты общественных обсуждений. То есть обсуждения обсуждениями, вот люди, вот они сказали свое «нет», но мы это принимаем к сведению, спасибо всем говорим, скажет мэрия, и утверждаем план межевания, планировки и межевания этой территории. Легко. То есть борьба, если уж люди на нее настроены, на этом заканчиваться не может и не должна. По большому счету. Я, конечно, не знаю точно, какие методы этой самой борьбы можно использовать на сегодняшний день. Этих самых методов, по сути, и не осталось. Вот он был единственный легальный метод, да, написать отрицательный отзыв в общественных обсуждениях. Теперь остается
своими телами, что ли, закрывать стройплощадку. Но нет, я этого посоветовать не могу. Это зачастую контрпродуктивно в наших условиях. В цивилизованном мире это решает, кстати, вопросы. Люди выходят на акции протеста, никто их за это не разгоняет, и они могут своими телами буквально отменить то или иное строительное мероприятие. У нас другая ситуация. Верю ли я в то, что уфимцам, опять же, их не так много, но вот этим людям удастся отменить строительство этих свечек? Нет, я скорее не верю. Опять же, опыт последних лет подсказывает, что всегда и везде, где чиновники вместе с застройщиками хотели что-то построить, им это удавалось сделать, даже в случае, когда целый Хабиров возмущался, то ли для видимости, то ли на полном серьезе, но ведь возмущался строительством высоток возле госцирка. А что мы имеем на сегодня? Они уже де-факто достроены, и вот-вот в следующем году, скорее всего, будут сданы, и там появится огромное количество новых местных жителей. Ой. Дальше. Значит, в Демском районе Уфы, сегодня уже упомянутом нами, снова повреждены памятные стенды в парке воинской славы. Вот не иначе у нас завелись буквально под боком настоящие, знаете ли, вредители, предатели, нацисты, оправдывающие преступления, я не знаю, там, нацистской Германии в годы Второй мировой войны и оправдывающие преступления неонацистского киевского режима. Ну, вы понимаете, да, что я сейчас имею в виду? Это не моя терминология. В Демском районе в очередной раз повреждены памятные стенды. Посвящены они были и являются посвященными героям-демчанам, участвовавшим в СВО, Великой Отечественной войне, а также спасателям и воинам-интернационалистам. То есть широкий круг увековеченной памяти в этом мемориале имелся в виду. Инцидент произошел во второй раз за месяц. В начале ноября были повреждены 18 щитов, с некоторых из которых сорвали крышки. 11 ноября ситуация повторилась. Местные жители подали заявление в полицию для расследования происшествия. Ой, ну это тот случай, когда, знаете ли, и без заявления в полицию от жителей полиция должна возбудиться. Это же святое на сегодняшний день. Ну, кроме шуток, на самом деле, ничего хорошего в осквернении любых мемориалов нет. Это совершенно контрпродуктивный, антицивилизационный путь. В общем, никому этим ничего не докажешь. В общем, какие-то арт-объекты, я не знаю, наносить, изготавливать, наверное, можно. Если ты хочешь продемонстрировать свою позицию, например, антивоенную, но портить то, что построено, ну нехорошо это, нехорошо. Как бы ты ни относился к происходящим событиям, к той же самой СВО. Вот. Опять же, не факт, что это все происходило именно из таких побуждений. Вполне возможно, что это бытовое, банальное хулиганство там, какого-нибудь подростка, у которого кровь кипит, и он не знает, куда эту энергию выплеснуть. Такое вполне может быть. Тут у меня никаких доказательств ни той, ни другой версии нет. Вот. Но есть, опять же, опыт, который подсказывает, что очень вероятно, что могут найти тех самых людей и, мягко говоря, очень показательно и демонстративно и жестоко при этом за это осудить. Поэтому, в том числе поэтому я считаю как бы такого рода деятельность контрпродуктивной. Вот. Лучше нарисовать где-нибудь на уголке здания, где нет камер наблюдения, голубя мира, условно говоря, да, хотя, опять же, какой в этом смысл на сегодняшний день? Его быстро закрасят, во-первых. Вот, а во-вторых, подавляющему большинству окружающих это, ну, скажем так, по барабану, к сожалению. Хотя я знаю прекрасно, что когда у людей есть внутренние порывы хоть как-то проявить свою позицию, их, в общем-то, практически ничего не остановит. И, конечно же, это тоже можно понять. Более того, этому можно аплодировать, учитывая то, насколько репрессивная машина жестоко в последние годы, люди продолжают иногда, хоть и в меньшей степени, чем в первые месяцы, но все-таки продолжают по возможности демонстрировать свое отношение к происходящему. Да, уже на балконах не встретишь, наверное, флагов сопредельных государств, это уже стало крайне рискованно. Вот. Но какие-то такие миниатюрные, безобидные, на первый взгляд, попытки что-то где-то изобразить, они все еще остаются. И это обнадеживает, кстати.
Мы понимаем, что если у кого-то хватает смелости нарисовать голубя мира, то наверняка гораздо больше тех, кто в принципе так думает, но не готов идти на риск нарисовать что бы то ни было, где бы то ни было. Вот. Дальше идем. Тем временем в Чешмах администрация планирует установить новогодние фигуры. Казалось бы, что в этом удивительного? Они везде их будут устанавливать, но тут решили сделать из пенопласта. Значит, успешная практика создания фигур из пенопласта продемонстрировала независимость от погодных условий при подготовке к праздничному оформлению, а также высокую износостойкость и практичность, отметила его министра ЖКХ Ирина Голованова на той же оперативке вчера. Прекрасно. В Новороссийске в 2020 году, мы напомним, голова фигуры из пенопласта едва не упала на ребенка во время сильного ветра. Эта ситуация вызвала серьезную критику, а фигуры пришлось срочно демонтировать. Ну, это во-первых, да, это опасно. Во-вторых, в конце концов, ребята, ну, на Урале живем, морозное место, да, бывают оттепели, но, черт возьми, можно справиться в том числе и естественными, натуральными, природными материалами, такими как снег и лед. Но не можете снеговика слепить, но закажите, есть специальные фирмы, которые все это дело выпиливают изо льда. В Уфе, например, я так понимаю, за хорошие бюджеты это дело все покупается. Ну, а если вспомнить нашу юность и детство, мы в райцентре выходили школой или там классом, и каждый класс изготавливал, насколько умел, кто Снегурочку, кто Деда Мороза. Это выглядело не всегда очень эстетично, но это было, по крайней мере, по-настоящему это было, да, это не было фальшивкой, это не было имитацией. А вот это вот использование пенопласта – это очередная имитация. У нас, как вы знаете, с этим вообще все хорошо в стране, с имитацией я имею в виду. Причем и с имитацией бурной деятельности, и с имитацией, я не знаю, патриотизма, бурной поддержки, одобрения всего и вся. Всех кругом ходят и только и делают, что имитируют. Это, с одной стороны, удручает, с другой стороны, обнадеживает, что чем больше этой имитации вокруг, тем быстрее все это дело закончится. Потому что бесконечно выстраивать замок из песка невозможно. По этой же причине, по сути, рухнул Советский Союз при всех его плюсах и минусах. Да? То есть, почему надо понимать причину произошедшего? Это не реформы и не перестройка. Скорее, перестройка явилась следствием проблем. К самой перестройке там вопросы есть. Понятно, что можно было где-то быть решительнее, а где-то, наоборот, помедлительнее. Вот. Но это все объективная историческая реальность. Экономические проблемы, они замалчивались, и, соответственно, масштаб их при этом рос. Когда разница между реальностью и циферками на бумажке увеличивается, в конце концов, эта разница настолько превышает критическую величину, что вся система рушится. Представьте себе, что вы в домашнем бюджете выстраиваете вот эти вот потемкинские деревни. У вас денег, условно говоря, 5 рублей, а вы каждый месяц тратите 10. Поначалу вам это удается, вы долги берете, потом долги, чтобы покрыть долги, но в конце концов груз долгов становится настолько гигантским, что вся ваша вот эта система виртуальная рушится в одночасье, в одну секунду, в тот момент, когда никто этого не ждет. Вот. Тем временем наши депутаты, которые, как известно, не дремлют, мы напомним, что они предложили ввести законопроект на федеральном уровне об использовании фонограммы в сценических образах. Ну, чтобы, то есть, зрители знали, как выступает артист, под фонограмму или живьем. И отправили наши депутаты этот законопроект в Госдуму, в Центр. Там его вернули на доработку. По словам нашего председателя Толкачева, прежде чем приобрести билет на концерт, зритель должен знать, какой звук его ждет. Так, мы это сказали. Региональные депутаты предложили ввести в законодательстве понятие «плюсовые фонограммы» и установить обязанность рекламодателя указывать на афишах и в другой рекламной продукции соответствующую информацию. Депутаты предлагали запретить артистам использовать непристойные и оскорбительные образы при этом, а также выражения, ненормативную лексику, употреблять алкоголь и наркотики до и во время зрелищного мероприятия.
Вот по тонкому льду ходят депутаты. А как же чуть ли не главный Z-певец Лепс будет после этого выступать? Вы же депутаты, вы куда, как говорится, нос свой суете, да? Не на того нарываетесь. Лепсу выступать, кроме как под алкоголем, противопоказано. И вот, наверное, поэтому депутаты Госдумы и вернули законопроект в башкирский Курултай, чтобы здесь внесли необходимые поправки. Потому что Z-певцам зачастую без дополнительных стимуляторов выступать не резон, не камильфо, если хотите. Ай-яй-яй. Всем мира и добра, пишет Клара. Спасибо вам. Спасибо. Дальше идем. Башинформ сообщает о том, как Башкортостан и так называемая ДНР будут совместно производить игрушки. Представляете, игрушки. То есть не автоматы в кои-то веке, не минные там какие-нибудь сетки и так далее, а вот игрушки буквально. Значит, об этом рассказал Хабиров подписчикам своего блога и сообщил, что кластер производителей детских товаров и игрушек вошел в федеральный реестр, ни много ни мало. Он объединил 8 участников из Башкортостана и одно предприятие из ДНР. Спецодежда и униформа называется. Опять же, название подозрительное, конечно, на тему игрушек не очень напоминает. «Рад, что экономика Донецкой Народной Республики оживает», написал Хабиров. «Я всегда говорил, что нашим регионам есть что предложить друг другу и уверен, что эта работа только начало большого пути». Кластер производителей детских товаров и игрушек создан при поддержке Ассоциации кластеров Башкортостана и Фонда развития промышленности республики. Вы понимаете что-нибудь? Я вот не очень. Но наши авторы в Башинформе считают, что можно написать чиновничьим языком, и бог с ним, что это никому не понятно. Ну, в общем-то, и не мудрено. Они знают, что это, наверное, никто особо не читает. Но вот мы с вами вынуждены читать для, опять же, полноты картины нашего информационного дня. Тут, значит, напоминает нам издание про фестиваль «Айда играть», который прошел в 23-м году на Советской площади. В общем, и все у нас хорошо и замечательно. Опять же, если верить этой публикации. Какие там конкретные игрушки изготавливаются, насколько они востребованы и что конкретно в ДНР производится, это, конечно, остается вопросом. А теперь, друзья, давайте посмотрим еще одно видео. Наверное, хочется нам немножечко трансформировать, что ли, содержание эфиров. По крайней мере, я об этом думаю. И по возможности, по крайней мере, когда что-то появляется такое жизнеутверждающее, это тоже слушать и смотреть. Сегодня у нас ролик, подготовленный замечательным ученым, геологом Исхаком Фархутдиновым, одним из самых видных и известных защитников Куштау в 2020 году. Исхак Фархутдинов продолжает свою прямую деятельность, да. Сейчас он, правда, не работает в БГУ заведующим кафедрой, кем он был тогда. Вот. Он работает сейчас с нефтяниками, насколько я знаю, но вот он развивает свой блог в запрещенной сети, Инстаграм в частности. И вчера там появился прекрасный ролик о том, какова природа башкирских шаханов, что шаханы объединяет с большим барьерным рифом в Австралии и как это все связано с нефтью. Давайте посмотрим этот 3-минутный фильм, улыбнемся, что-то для себя новое узнаем, а я пока почитаю ваши комментарии и вновь к вам скоро вернусь. Одиночная гора Таратау, большой барьерный риф в Австралии и первое месторождение Башкортостана. Что у них может быть общего? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте изучим каждый из этих объектов. Я стою у подножия горы Таратау, и она сформировалась в 5 этапов. Сначала, 450 миллионов лет назад, образовался древний Уральский океан. Затем, 290 миллионов лет назад, континенты начали сходиться, и океан превратился в небольшое море, на шельфе которого образовались рифы, аналоги современного большого барьерного рифа на восточном берегу Австралии. 250 миллионов лет назад континенты окончательно столкнулись и образовались Уральские горы. Море полностью исчезло и пересохло, и вокруг этих рифов выпали в осадок отложения гипсов
и солей. Но 5 миллионов лет назад блок, где находился в том числе риф Таратау, был поднят тектоникой на поверхность. Благодаря выветриванию и эрозии гипсы и соли разрушились, а более прочные известняки горы Таратау остались. Теперь давайте разберемся, как образовался Большой барьерный риф Австралии. Всем привет, Исхак, спасибо, что пригласил меня поучаствовать в этом видео. Я Дарья, нахожусь в Австралии, Брисбен на заднем фоне, и хотела бы рассказать про некоторые особенности геологии этого региона. Нахожусь вместе с видом на Тихий океан, вы можете увидеть его в окне. Если мы продолжим движение на север, то это место, где расположен Великий барьерный риф. Это уникальное скопление кораллов, которое находится на глубине, на дне океана, имеет уникальную структуру, и эти кораллы напоминают нашу гору Таратау. Именно так гора Таратау выглядела 280 миллионов лет назад. Большую часть времени Австралия была слишком холодной, чтобы там могли расти рифовые организмы, потому что они очень любят теплое мелководное море. Но 66 миллионов лет назад Австралия откололась от Антарктиды и начала двигаться на север, благодаря чему климат там стал гораздо более теплым и появились отличные условия, чтобы рифовые организмы росли на мелководье. А как же связано первое месторождение нефти в Башкортостане с горой Таратау и Большим барьерным рифом в Австралии? На самом деле, первое месторождение нефти в Башкортостане, Ишимбайское, тоже находится в рифе, только в погребенном. Он одного возраста с горой Таратау, но просто в отличие от нее он не был поднят на поверхность. Благодаря данным геофизики, а также современному программному обеспечению, мы видим на глубине рифы, подобные горе Таратау. Некоторые из этих рифов содержат в себе нефть, поэтому понимание законов их образования и строения с помощью современного программного обеспечения позволяет находить месторождения. Развивайте цифровые навыки, изучайте нашу планету и любите геологию. Информации в открытом доступе достаточно, более чем выше крыши, о том, как пользоваться с телефона или с компьютера всеми этими сетями, которые, по мнению российской власти, россиянин недостоин смотреть или использовать. Опять же, вот даже сам факт того, что власть блокирует и решает за людей, что им можно, а что нельзя, на мой взгляд, вот уже этого одного фактора достаточно, чтобы понять, что власть наша, мягко говоря, плоха. Опять же, очень мягко я сейчас выражаюсь. Да? Все остальное вот забыть, предположим, да, посчитать, что все остальное они делают правильно. Вот этого одного лично для меня достаточно, чтобы сказать, что власть эту нужно изменить. Режим нужно искоренить и перейти на нормальное цивилизованное развитие. Понятно, что шкала ценностей у каждого своя, но вот есть люди, для кого свободы, вот такие вот свободы выбора, свободы высказывания являются не пустым звуком. Я надеюсь, что и среди наших зрителей таких тоже подавляющее большинство. Вы понимаете ценность этого. Ведь сама по себе свобода выбора и свобода высказывания, она не сферический конь в вакууме. Да? Эти ценности нужны не сами по себе. Мы прекрасно просто понимаем, что наличие возможности говорить и слышать то, что ты хочешь, это на самом деле важное звено цепи и в общих и других вопросах нашей с вами жизни. Если это присутствует, значит, мы можем чувствовать себя относительно безопасно, потому что мы можем рассчитывать на справедливый суд и разбирательство. Мы можем рассчитывать, что и экономика будет расти цивилизованным конкурентным путем.
Соответственно, наше благосостояние, наш уровень жизни и наша безопасность будут на хорошем уровне. Мне кажется, вот эта причинно-следственная связь, она настолько простая и очевидна, что как бы и объяснять ее не надо. Но, как показывает опыт и жизнь, объяснять, к сожалению, надо. Не всегда люди понимают причинно-следственные связи. И не всегда осознают, что в тоталитарном обществе каждый из них в том числе находится в зоне риска, даже если он не высказывается негативно по поводу власти и не критикует ее действия. Легко оказаться не в то время, не в том месте и быть избитым, знаете ли, полицейским в отделе, после чего никто не будет даже искать вас, и никто не будет пытаться привлечь к ответственности этого полицейского. Потому что вы окажетесь случайной жертвой режима, и, соответственно, режиму будет невыгодно вскрывать этот эпизод. Соответственно, все виновные останутся, или почти все виновные останутся безнаказанными. Вот и все. А вы потом, если живы останетесь, как говорится, будете годами доказывать, что не верблюд. Потому что то, что вы просто шли по улице и никого не трогали, это будет доказать невозможно, поскольку у той стороны противоположной будет версия, что вы делали что-то нехорошее. И доказать обратное в тоталитарном обществе, где отсутствуют инструменты гражданского контроля, свободы слова и свободы распространения информации, этого будет невозможно сделать. Вот. Опять же, для общего ликбеза, я думаю, в конце эфира и такое полезно сказать. Буквально новость, свежая, что ли, коллеги шлют. Знаете, что оказывается? В российских регионах в среднем тратят минимум четверть своих социальных бюджетов на выплаты военным. Вот дожили до времен. А, например, в Ставропольском крае 83% всей социальной казны идет на выплаты военным. Это похоронные и это выплаты во время заключения контракта. Сколько в Республике Башкортостан, сходу сказать не могу, но по картинке, по диаграмме вижу, что мы в красной зоне. Мы в этом смысле одни из лидеров. Получается, минимум, наверное, половина, а то и больше наших социальных денег, это пенсий потенциальных, там, выплат пособий, это все деньги, которые идут семьям военных, еще раз, при заключении контракта и во время похорон, ну, после похорон. Выводы, как говорится, делайте сами. Вот. А я должен проанонсировать, у нас впереди программа «Аспекты мнений». Сегодня экономист Рустем Шаяхметов будет в гостях нашей программы через 1,5 часа буквально в сетке наших эфиров. Текущие новости в телеграм-канале, друзья, подписывайтесь, кто этого еще не сделал по каким-то причинам. Лучше всего следить за нами там, а не где-нибудь во ВКонтакте или еще где-то, где в любой момент можно оказаться заблокированными и потерять связь. Поэтому телеграм-канал – это то, что должен сделать каждый. Пожалуйста, сделайте сами, пригласите друзей и близких. Там, во-первых, интересно, во-вторых, там все буквально в одном месте, эфиры в том числе. Я вас благодарю за участие в дискуссии. До встречи с вами в утреннем формате завтра, а через 1,5 часа в интервью с экономистом Рустемом Шаяхметовым. Всем пока, будьте здоровы.